Главные события уходящей среды 26 ноября в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Парламент Якутии принял в первом чтении обновленный проект закона о местном самоуправлении. Расскажем, какие изменения он предполагает. Центр «Воин» в этом году отметит трехлетие со дня основания и начала работы на территории страны. Сейчас его филиалы действуют уже в 21 регионе. Россия тем временем взяла курс на углеродную нейтральность. В Якутске стартовал 6-й Северный форум по устойчивому развитию. Молодость без дыма и вейпов. В Якутске объявлена настоящая борьба за здоровье подрастающего поколения. От 200-летних самоцветов Бахрейна до россыпи якутских алмазов в столице открылось сразу 2 экспозиции с изделиями мастеров из разных уголков планеты. Сегодня на пленарном заседании Государственного собрания Илтумен народные депутаты во втором чтении приняли проект закона о госбюджете республики. Как отметил глава региона Айсан Николаев, документ формировался в непростых условиях, однако парламент и правительство провели большую согласительную работу. Главное, бюджет остается социально ориентированным. Так, объем средств расходов на 2026 год составляет 349,7 миллиардов рублей. Половина средств, как правило, направляется на здравоохранение, образование и социальную защиту. Ко второму чтению республика получила из федеральной казны дополнительные 28 миллиардов, что позволило укрепить ключевые направления и обеспечить устойчивость бюджета на следующий год. В части транспортного комплекса отличительной особенностью является то, что сегодня в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного нашим президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, предусмотрено в трехлетнем периоде и отражено поступление федеральных средств на строительство Ленского моста в размере более 41 миллиарда рублей. Далее хотелось бы отметить, что также отличительной особенностью стало, что предусмотрены на трехлетний период порядка 400 миллионов рублей для приобретения и обновления общественного транспорта. На пленарном заседании парламентарии также рассмотрели проект базового закона о местном самоуправлении в первом чтении. Инициированный группой народных депутатов, он получил одобрение большинства парламентариев. Виктория Готовцева продолжит тему. По словам инициаторов, законопроект не только гармонизирует республиканское и федеральное законодательство, но и определяет ключевые принципы организации местного самоуправления. В республике сохраняется двухуровневая модель местного самоуправления. Главный принцип документа – преемственность с федеральным законодательством. Мы должны понимать о том, что новый порядок выборности глав муниципальных образований и городских округов, он направлен на то, чтобы повысить ответственность глав для дальнейшего развития своей территории. И оно полностью отвечает принципам выборности и демократии. Ну и ключевым нововведением стал переход на новый порядок избрания глав муниципальных образований. Теперь главы районов и городских округов будут избираться представительными органами из числа кандидатур, представленных главой республики, а главы городских и сельских поселений – представительными органами уже по результатам конкурса. А вот для малых сельских поселений, то есть до 100 избирателей, представительный орган не создается, так что полномочия возлагаются на сход граждан. Меняется принцип избрания глав муниципальных образований. Назначения нет и не будет. Самовыдвижение приветствуется, это будет. Повышается роль представительных органов местного самоуправления. Сейчас депутаты наследных районных советов соразмерно, одновременно будут совместно с главами отвечать за все, что происходит на местах, отвечать перед населением. И они должны будут работать вместе, на паре. Законопроект прошел широкое обсуждение как в парламенте, так и на местах с теми, чью деятельность он будет регламентировать. Народные депутаты выезжали в районы и обсуждали этот вопрос с муниципалитетами. Выслушаны все предложения. Как правило, все это будет учтено при рассмотрении во втором чтении. Не только внесли данный проект закона, но и лично я под моим руководством, и другие группы под руководством Владимира Михайловича Прокопьева, председателя профильного комитета, побывали во многих муниципалитетах,
в районах мы разъясняли позицию нашу, слушали их предложения от населения республики, от общественности, от депутатов представительных органов, глав муниципальных образований и так далее, и так далее. Здесь были проведены большая подготовительная работа по разъяснению среди населения, проведены парламентские слушания с большим количеством участников. И все это дало свои результаты. В принципе, большинство населения республики данный проект закона поддерживает. Концептуально мы его приняли в первом чтении. Переход на новый порядок избрания будет постепенным, то есть после окончания сроков полномочий действующих глав. В 2026 году по новой схеме пройдут выборы 5 глав районов, 1 городского округа и около 40 глав поселений. Виктория Готовцева, Иван Сорокаумов, Якутск. Депутаты Якутской городской думы, в свою очередь, также приняли бюджет города на 26-й и плановый период 27-28 годов в первом чтении. Объем доходной части бюджета составляет 17 миллиардов 422 миллиона рублей, что на 9% больше по сравнению с утвержденным бюджетом на год текущий. Подробности в следующем сюжете. В сферу образования будет выделено 42% от общего объема расходов. В эту сумму включены средства на капитальный ремонт образовательных учреждений в размере 122 миллионов рублей, а также 320 миллионов на обеспечение антитеррористической защищенности. Если говорить о параметрах нашего бюджета, то по доходам бюджет города составляет сейчас 17 миллиардов 400 миллионов рублей, по расходам 18 миллиардов рублей. И дефицит бюджета у нас сейчас в рамках бюджетного кодекса составил 618 рублей на данный момент. Стоит отметить, что бюджет города остается социально ориентированным. Сейчас депутаты работают уже в режиме второго чтения, вносят свои поправки, предложения, замечания. Более 2 миллиардов будет направлено на национальную экономику, в том числе на дорожную инфраструктуру, строительство, реконструкции, ремонт и текущее содержание уличной дорожной сети. Приоритетом на ближайшие годы остается проблема переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда. На ее решение в городском бюджете предусмотрели 271 миллион рублей. У нас направлены средства на национальную экономику, на общегосударственные вопросы, ну и, конечно же, на развитие жилищно-хозяйственной деятельности города Якутска. Предусмотрены финансовые средства на реализацию национальных проектов. Это 2 проекта «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни». Там предусмотрено где-то 500 миллионов рублей. Окончательные показатели городского бюджета станут известны в декабре после утверждения бюджета республики и определения объемов межбюджетных трансфертов. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск. К другим темам. «Любите защищать Родину» Центр «Воин» в этом году отметит 3-летие со дня основания и начала работы на территории России. Сейчас его филиалы действуют уже в 21 регионе страны. В Якутии же он работает с апреля 2024 года. Подробнее о деятельности центра, его целях и задачах расскажет Тимур Колмогоров. Работа Центра «Воин» охватывает несколько возрастных категорий с 14 до 35 лет в виде дополнительного обучения. Дети, начиная со школьных годов, могут освоить основные военно-прикладные дисциплины. От огневой подготовки до наиболее важной в повседневности тактической медицины. Это полезно для всех, потому что там есть и оказание первой помощи, это полезно всем людям. Нету разделения на пол, все занимаются одинаково. Мне очень нравится взаимодействовать с военными людьми, у них хорошее чувство юмора, они, очень хорошо учат. Обучение проходит в сотрудничестве со многими учебными заведениями Якутии. Туда направляются инструкторы центра, многие из которых участники боевых действий, ветераны СВО. В этом же году открылись первые специализированные классы Центра «Воин» в новой школе номер 40. За первую четверть реализовали первый уровень для 9 и 10 классов. Сейчас продолжаем наши программы, также начинаем работу по дополнительной образовательной программе для тех, кто будет участвовать в военно-спортивных играх «Зорница», «Путь воина». Помимо молодежи, инструкторы помогают в подготовке добровольцев, решивших встать на защиту Родины. Так, филиал Центра «Воин» тесно сотрудничает с центром «Ботур». Инструкторы в течение месяца обучают будущих бойцов тактической медицине, огневой, инженерной и физической подготовке, а самое главное – дисциплине. Обучают очень хорошо. Изначально, когда я сюда пришел, сразу же была тактическая медицина. Инструкторы здесь обучали всем, как оказать себе взаимопомощь.
Так как я еще с медицинским образованием, буду помогать своим товарищам. Помимо обучения для курсантов, центром проводятся различные соревнования и военно-спортивные игры. Регулярно проводится «Зорница 2.0», а недавно впервые прошли всероссийские соревнования «Путь воина». В них якутская команда заняла первое место, в первую очередь благодаря опытным инструкторам и тщательной подготовке. Центр его, оно должно быть в нашей стране, потому что в тот раз, когда Владимир Владимирович Путин, когда выступал, сказал, до 30-го года всех регионов должны быть центры воина. Поэтому работа полно-полно. Мы должны детей обучать, именно любить нашу Родину и воспитать наших настоящих патриотов. Всего в этом году более 2000 курсантов закончили свое обучение, и якутский филиал продолжит развиваться в регионе. Так планируется создание круглогодичного центра для подготовки курсантов на 400 мест на базе Центра отдыха и оздоровления «Полярная звезда», который станет центральным объектом доп. Образования в Якутии. Надежда Саханская, Тимур Колмогоров, Нюргун Старостин, Джулустан Иннокентьев, Иван Сорокаумов, Якутск. 35 коробок гуманитарной помощи отправили бойцам СВО. Для военнослужащих, находящихся в госпиталях и войсковых частях Приморского края, собраны вещи первой необходимости и домашняя еда. Мясо, рыба, пирожки и другие продукты. На сообщение республиканского штаба «Вместе к победе» о сборе и отправке посылок откликнулись неравнодушные граждане и коллективы из Якутска, Намского, Горного и Хангаласского районов. До получателей гуманитарная помощь дойдет уже через 2 дня. Сегодня вот выезжает машина, тоже как бы на безвозмездной основе. Водитель Василий забирает всю нашу продукцию и отвозит в Приморский край. Очень много людей сразу отозвалось, и мы собрали большое количество домашней еды. Это пирожки, оладьи, пироги, домашние варенье, соленья, мясо, рыба. Люди сами приносили. И от имени республиканского оперштаба комиссии «Вместе к победе» мы хотели бы объявить благодарность. В связи с ростом пожара в жилом секторе за 2025 год и в целях обеспечения безопасности жителей сотрудникам отдела надзорной деятельности по Якутску проводятся выездные обследования многоквартирных жилых домов высокой этажности. Подробности в сюжете далее. В столице Якутии насчитывается свыше 160 многоквартирных жилых домов повышенной этажности. Высотными домами принято считать строение выше 10 этажей. На сегодняшний день инспекторы государственного надзора продолжают проверки по соблюдению установленных требований пожарной безопасности. В ходе обследования проводится осмотр технического состояния систем противопожарной защиты. Это пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, проверка наличия, правильности размещения, исправности огнетушителей, укомплектованность пожарных кранов, контроль состояния, доступности эвакуационных путей, лестниц и выходов, а также наличие и исправность противопожарных преград. Обследование электросетей на предмет правильности эксплуатации и отсутствия потенциальных источников возгорания. Такие работы позволяют минимизировать риск пожаров и обеспечить безопасные пути эвакуации жителей. Так, в сравнении с прошлым годом наблюдается снижение численности погибших от пожара. В этом году за прошедший период числится 47 погибших, из них 4 детей. Пожарными было эвакуировано 1123 и спасено от огня 171 человек. Сегодня у нас будет проходить проверка по адресу Родзинского, 22Б по пожарной безопасности. Приходит инспектор, пакет документов мы предоставляем, которые запрашивают. Укомплектованы пожарные щитки. На информационных стендах у нас информация для жителей имеется. В общем, информируем жителей, работу проводим всегда в соцсетях, на платформе ВКонтакте, в мессенджерах. При ходе проверок учитываются такие особенности высоких домов, как быстрое разгорание огня, сложности его тушения и трудности при эвакуации людей из сильно задымленных помещений. Так, вот этот огнетушитель, он неисправен. То есть он должен показывать давление, да? А он не показывает эту неисправность. Ну, надо его заменять. Вообще не показывает. Сегодня после выездного обследования выявлены некоторые замечания, такие как отсутствует план эвакуации, неисправность огнетушителей. В остальном все системы исправные, пожарные краны все укомплектованы, проверены. В данном здании других замечаний нет.
С начала года специалисты провели более 20 внеплановых проверок, в ходе которых выявили около 250 нарушений требований пожарной безопасности. По результатам работы в отношении виновных лиц принимают меры административного воздействия. Диана Антонова, Джилстан Иннокентьев, Якутск. В столице тем временем объявлена настоящая война за здоровье подрастающего поколения. Специальные рейды в рамках акции «Антивейп» стали ежемесячной практикой. Их проводят активисты «Здорового Отечества», полиция и Народный фронт. Что они находят в обычных торговых точках, узнаем далее. Цель акции – пресечь отлаженный механизм, который делает вейпы доступными для детей. Проверяющие идут на хитрость, отправляя в магазины несовершеннолетних покупателей. И, к сожалению, система часто дает сбой. Наш человек заходит в магазин, несовершеннолетний, пытается купить товар табачный. Ему продают, и магазин не прошел проверку. Эту акцию мы проводим часто. В основном мы обнаруживаем нарушения со стороны тонировки продукта, его не должно быть видно. Но скрытая продажа – лишь верхушка айсберга. Нарушения вскрываются одно за другим. И главный удар наносится по самой маркетинговой стратегии продавцов, которая, по сути, является приманкой для молодежи через скидки в соцсетях. Сегодня, мы посетили два объекта в одном из торговых центров города Якутска, в котором, в принципе, были зафиксированы основные нарушения. Это демонстрация товара, нарушение 19 статьи, а также продается сопутствующая продукция в виде напитков, что, в принципе, привлекает молодежь для того, чтобы заходить в табачные магазины. Статистика подтверждает серьезность проблемы. За последние 2 года доля потребителей электронных сигарет в Якутии увеличилась на 7,5%, достигнув 12% от общего числа населения. Этот рост уже нельзя назвать просто модой, особенно среди молодежи. Кроме того, важно отметить, что президент России Владимир Путин одобрил предложение о полном запрете продажи вейпов на территории страны. Это решение указывает на возможное изменение подхода в будущем. Текущие локальные рейды, подобные тем, что проходят в Якутии, могут в будущем стать частью единой общегосударственной политики. Дарья Краленкова, Нургун Старостин, Якутск. Север и Арктика – партнерство в меняющемся мире. Именно так звучит главная тема 6-го Северного форума, который стартовал в Якутске. В числе тем участники форума обсудили передовые практики компании «Алроса», подходы по формированию региональных моделей климатического регулирования, меры для решения климатических задач совместными усилиями власти и бизнеса. Подробности далее. Уникальную климатическую практику «Алроса» обсудили на сессии Северного форума. Крупнейшая алмазодобывающая компания России не первый год внедряет инновационные экологические практики. Особое внимание «Алроса» уделяет проблеме углеродного следа. Ее специалисты совместно с учеными доказали, что алмазоносная руда из месторождений компании обладает уникальной способностью поглощать углекислый газ из атмосферы в процессе добычи и переработки. За 2024 год нам удалось как раз подтвердить углеродную нейтральность производства алмазо-бриллиантового комплекса. А в 2025 году мы провели расчет углеродного следа продукции наших алмазов и подтвердили, что они у нас тоже являются углеродонейтральными. И даже не просто нейтральными, а отрицательными. То есть у нас некий есть люфт такой о том, что мы компенсируем объем поглощения, как следствие даем на рынок уже практически, то есть полностью нейтральные алмазы. «Алроса» добилась углеродной нейтральности алмазной продукции в рамках программы по устойчивому развитию. Ключевая цель «Алроса» – сохранить фокус на развитии регионов присутствия. При этом компания принимает на себя обязательства в области снижения воздействия на климат и окружающую среду. Энергоэффективность процессов и увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе, а также реализация проекта по поглощению и хранению СО2 кимберлитовой породой помогают достичь углеродной нейтральности и сокращения выбросов. Климатическая повестка «Алроса» стоит сейчас практически на первом месте, я бы сказала, если мы говорим об устойчивом развитии компании, социальной ответственности бизнеса. Потому что климатические проекты «Алроса» выводят ее на качественно новый уровень бизнеса. И, безусловно, стратегия устойчивого развития бизнеса непосредственно пересекается со стратегией бизнеса компании в целом.
Якутия взяла курс на углеродную нейтральность. Промышленные и энергетические компании в ходе Северного форума обсудили актуальные вопросы низкоуглеродного развития Якутии, переход на более экологичные виды топлива, сохранение, восстановление и адаптация лесов к изменениям климата, борьба с лесными пожарами и другое. Все мы знаем, что это та отрасль, которая формирует нашу экономику региона, и это то направление, которое мы видим и позволяет и как получать доходную часть увеличивать нашего бюджета, да, так и развивать в целом многие направления сопутствующие. Поэтому очень важно здесь уделить внимание всестороннему развитию. Подтверждение углеродной нейтральности алмазов «Алроса» – один из ярких примеров того, как крупные предприятия могут стать частью решения глобальных экологических проблем. 6-й Северный форум продолжит свою работу в течение 3 дней. Эксперты, ученые и представители бизнеса обсудят ключевые вопросы устойчивого развития и климатического регулирования Севера и Арктики. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск. В рамках 3-го республиканского съезда учителей якутского языка, литературы и культуры прошло заседание, в рамках которого представили проекты, реализуемые по госпрограмме сохранения и развития государственных и официальных языков республики. В ходе заседания прозвучали доклады, посвященные ключевым вопросам развития якутского языка и литературы, среди тем создание лингвистической карты, социологический анализ состояния языка, разработка электронных версий словарей и справочников, языковые лектории. Особое внимание уделили вопросам преподавания языка в детских садах и школах, подготовки новых учебников и созданию Центра языковой сертификации. Я представляю национальный корпус якутского языка, который разрабатывался 3 года. Сейчас мы 4-й год уже. В прошлом году, в конце 2024 года, этот национальный корпус был выпущен в интернет. Это очень большой проект, представляет собой модульную конструкцию. На самом деле это информационно-справочная система, которая представляет огромный корпус текстов на якутском языке всех жанров и стилей. На сегодня мы имеем порядка 20 миллионов словоупотреблений в этом корпусе. Для общественности, в том числе и для учителей, это, скажем так, большой вклад. В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» прошел культурно-гастрономический вечер «Вкус хамуса». На мероприятии слились в одно целое чарующие звуки хамуса, древность и гастрономия. Гостям представили угощение от шеф-повара Уйгулана Мандарова, прошла чайная церемония чаеведа Кучу Туяра, и впервые были показаны хамусы писателей Семена Данилова, Ивана Гоголева и Сергея Зверева. В этом году литературный музей впервые стал одной из площадок проведения фестиваля. Ну а сам гастровечер посвящен Дню хамуса, древнего инструмента и важного символа культуры народа Саха. Фуршет я организовал в стиле современной якутской кухни, то есть интерпретируя какие-то европейские нотки исключительно из местных продуктов. Самое главное, тем, что я был удивлен и горжусь в какой-то степени, это, наверное, пирожки. То есть обычные якутские пирожки, но вместо обычного говяжьего фарса с рисом я туда добавил утку, то есть утиная грудка в собственном жиру обжаренная, также еще цветная капуста, то есть интересная такая позиция. Я впервые в Якутии, очень люблю вашу культуру, искусство, и Якутия, безусловно, впечатляет. Наверное, и в ассоциациях, когда я сюда летела, я представляла, что это, знаете, такое царство зимы, зимнее. Очень красивые, очень приятные люди и очень интересные, всегда на высоком уровне мероприятия. От 200-летних самоцветов Бахрейна до россыпи якутских алмазов в ювелирном доме КРГ открылось сразу 2 экспозиции с изделиями мастеров из разных уголков планеты. Выставки – часть фестиваля «Зима начинается с Якутии». Что увидят посетители, расскажем в следующем материале. Ожерелье папуасов из пера птицы соседствует с убранством невесты из Саудовской Аравии. Где еще увидишь такое? Больше 5 лет дом КРГ собирал эту коллекцию по всему миру, и результаты поиска себя оправдали. Получился целый музей старинных нагрудных украшений. Различий в убранстве предостаточно, но фундаментально народы нашли общий язык. Здесь можно лицезреть именно сходство всех народов в том плане, что у всех закрывается солнечное сплетение, чакры на руках, и головной убор, гривны, они очень все похожи, именно созвучно с нашими
народными промыслами, да, якутскими украшениями. Вообще можно сказать, что орнаментальное искусство якутов и вообще древних народов мира, они все очень созвучны и схожи в плане вот сакральности, смыслов. Это все можно лицезреть у нас в музее. От роскоши древности до блеска века нынешнего буквально один шаг. Но тут только отечественные украшения. Самородки из Магадана, бриллианты, Костромы. В общем, уместилось все богатство России. И, конечно, куда без якутских алмазов. Эта коллекция называется «Сила земли якутской». В чем смысл? Это единственная, можно сказать, в России коллекция, которая изготовлена из натуральных природных алмазов. То есть без обработки. Они не бриллианты, они вот как добыты были. Вот они и есть такие. И они никто, ни один камень не повторяется. А тут бездушный металл превращают в изящное обрамление. Но умельцы занимаются не только созданием, как может подумать обыватель, но и ремонтом ювелирных украшений. Это очень востребованная услуга, потому что люди годами у них лежат, например. Потом, когда придут и отремонтируют, а что я так долго не ходил сюда, говорит, не шел сюда. Вот поэтому для людей это очень важно. И обновить, почистить и так далее. Выставки будут работать до 3 декабря. Оценить красоту изделий и искусность мастеров можно бесплатно. Эржена Гармаева, Дарья Короленкова, Нургун Старостин, Якутск. Это были все новости к этому часу. До встречи.